Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Будет ли он вас возвращать? Загадайте, пожалуйста, на того, с кем вы сейчас расстались, и давайте узнаем. Представьте мужчину, назовите его по имени, мысленно либо вслух задайте этот вопрос. Будешь ли ты меня возвращать? Если да, то каким образом? Да, посмотрим все подробности. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, что сейчас оно скрыто, этого не можем услышать и узнать. Ничего себе, у вас странные картинки вышли. Смотрите, перед вами лошадь, он, а за ним какие-то люди стоят. Ну ладно, давайте будем разбираться. Хочу начать именно с него и с его отношения к вам. Здесь мужчина, его, если честно, очень сильно сейчас колбасит. Он то ли какое-то переосмысление проходит, либо взросление, может быть, становление. Какая-то перезагрузка у него тут полным ходом идет. Его состояние, знаете, как между небом и землей, да, ни жив, ни мертв. Что-то вот прям совсем неопределенное. То он что-то пытается делать, к чему-то стремится, то у него такая жуткая апатия, да, и самокритика начинается. Так, по поводу вашего расставания. Смотрите, в момент, когда вы расставались, он считал, что это прям самое оно, расстаться. Он какой-то был злой, гордый, непонятный. У него какие-то мысли странные в голове были. Вы знаете, как обиженный, что ли, даже был. Либо ему показалось, что вы его обидели. И смотрите, еще вижу, что у кого-то такая отыграется, что он на самом деле не уходил, он понарошку ушел. Он хотел, либо надеялся на то, что вы будете бежать за ним, да, там, хватать его за ноги, умолять, просить, что нет, не уходи, останься, я там без тебя пропаду. Но вот это и был его такой посыл, его такие мысли были. Но этого, к сожалению, для него не случилось, а наоборот, все случилось, как случилось. Вот это его очень сильно расстроило, и он просто не смог с этим смириться. Он честно ждал. Он ждал, пока вы его там, босая по снегу, за ним прибежите, начнете его там умолять, рыдать, клясться в любви, обещать, что вы будете послушны. Да, вот такие вот у него были мысли, желания. Но нету. Он ждал. Вы не прибегаете, не босая, не обутая. Вы молчите, вы занимаетесь своими делами, вы живете своей жизнью. Кстати, у кого-то так отыграется, что он прям мониторит ваши социальные сети. Когда вы публикуете новые фотографии, у него прям аж подложечка начинает сосать. Он себя контролировать не может. Он, кстати, весь, смотрите, какой потрепанный. У него глаз дергается. Девочки, до чего у мужика довели. Ой, какой странный, какой интересный. Значит, его ожидания не оправдались. Он ждал, обиделся. А теперь мужчина не понимает, как ему правильно действовать. Но вот вижу, что он не хотел с вами расставаться. Вот вижу, что как проучить, что ли, вас хотел, либо как продавить, возможно, вас хотел. Хотел, может быть, даже за ваш счет самоутвердиться, да, и вот такую расстановочку, да, рокировку провести, что типа я мужик, я всегда прав, я всегда главный, потому что я мужик, потому что я этого хочу. Но ты типа женщина, знай свое место. Но не вышло с вами, вот точно у него не получилось. И вот он не знает, на кого обижаться больше, на вас, на судьбу, на себя, на кого мне обижаться, ну почему все против меня обернулось. Сейчас сидит и мучается. Он-то думал, что он может утешиться, например, у других женщин. Но и его мозг, и его тело его подводят. Понимаете, вот не хочется ему других женщин. Вот
Не стоит у него на других женщин. Для него другие женщины какие-то некрасивые, блеклые стали, непонятные, мутные. Вообще рассмотреть их не может. И вообще не хочется. Не хочется. Такое состояние. Ах, еле на ногах стоит, и голова кругом идет. Знаете, как мир рухнул. Как мир рухнул. Он-то надеялся, что он, ого, сейчас царем горы станет. А все случилось наоборот. Все случилось наоборот. Знаете, он вам как простить не может, что вы его не возвращаете. Не может еще простить, что вы показали, что у вас есть и смелость, и характер, и гордость, и что вы себя цените. И вот сидит он такой в расстроенных чувствах и думает, так кто она такая, что она себе возомнила, почему так себя ведет безобразно, ай-яй-яй, коварная, коварная, как же так? Кстати, у кого-то отыграется, что мужчина прибухивать стал, причем достаточно так серьезно. Это еще не запойный, но уже система как наметилась, да, то есть если он там начинает, то до поросячьего визга. Может быть, даже на несколько дней у него это все прибухивание растягивается. Так, его чувства. Ну, чувства смешанные. Врать не буду, чувства смешанные. Вроде как и тянет его безумно к вам. И в то же время он очень на вас злится, знаете, вплоть до ненависти. Такой, фу-фу-фу, она такая, сякая, да я никогда, да чтоб еще, нет. И опять же, он постоянно о вас думает. Постоянно думает. Мысли у него колючие. Вот честно говорю, колючие, да, обиженные. Обидели мышку, написали в норку, да, из этой серии. И еще вы должны знать, что вы ему постоянно снитесь. Сны разные, честно говорю, сны разные. Иногда он даже и не помнит свои сны. Он просто помнит, что там были вы, и был ваш образ, то он за вами там гонялся, то он что-то вам там давал, предлагал, то у вас все было хорошо, то было плохо. Такие разнообразные сны. Вы ему как не даете покоя. Вот он пытается о вас забыть, а не может. То сны снятся с вами, то, например, там, ваше имя слышит, то запах знакомый, да, может быть, парфюм у кого-то похожий на ваш, то, может быть, образ, да, там девушка прошла, там волосы такие же, как у вас, со спины прям перепутал. Вот, это, как не оставляете вы его в покое. Это еще, кстати, больше его злит. Я вижу, что он с кем-то общается, вижу, что он вас таким чудовищем рисует, очень сильно жалуется на вас. Там человек, то ли собутыльник, то ли кто-то из родственников, ну, так слушает вполуха и думает, а, дурачок-то, дурачок, на женщину жалуйся, фу-фу-фу. Так, что касается вас, вы тоже на него обижены, но вы как-то проще это все восприняли. Либо вам есть чем заняться, вам есть где себя применить. Вы очень, кстати, стойкий человек, слава богу, с психикой у вас гораздо лучше, чем у него. И вы, ну, как-то себе это все объяснили. Да? Вы себе не объяснили так, что ой, трагедия, все, начну бухать, либо во все тяжкие. Вы себе сказали, что это был урок, это был этап, который вы прошли. Дальше нужно жить, дальше нужно двигаться. Этот ушел, значит, новый появится. Да? Теперь я проведу работу над ошибками. Я пойму, какой мужчина мне нужен, к чему я вообще стремлюсь, кого я рядом с собой видеть хочу. То есть вы очень философски отнеслись. Кстати, правильно отнеслись. Для вас это не прям такая безумная трагедия, как для него. Хотя, когда вы ругались и расставались, все выглядело абсолютно наоборот. Казалось, что для вас это трагедия, а для него это так, пшик. Так, еще у вас я вижу поклонника с очень серьезными намерениями. Ну, у одних отыграется, что он очень активно вас добивается, у других отыграется, что он еще не нашел себе смелости вам открыться, проявиться. Но он есть, он уже есть в вашем пространстве и прям совсем рядышком с вами находится. Еще я вижу у вас какое-то интересное начинание. Это ваша идея, это ваша мысль, это ваше желание. И вы знаете, вы без 5 минут уже у, грубо говоря, своей цели. Скоро вы начнете этим заниматься и полностью в это погрузитесь. Вам будет вообще не до мужиков. Ну вот, перед вами стоит большая лошадь. То есть это работа, это бизнес, это карьера, это может быть даже что-то творческое, да, что тоже может приносить деньги. И вы на правильном пути. Здесь вас даже ангелы в этом поддерживают.
Вот как время ваше пришло себя реализовать. Реализовать себя, свои идеи, свои задумки, свои таланты. Вы все разные, но впереди у вас что-то просто грандиозное. Грандиозное, что будет полностью вас на себя оттягивать. Вот. Ну а что касается мужчины. Здесь этот мужчина, он еще какое-то время походит, подумает, пострадает, грубо говоря. А потом его просто понесет. Понесет в сторону вас. Ничего он с собой поделать не может, он будет идти к вам, он будет идти за вами, он будет делать хитрые, сначала будут хитрые попытки, ну типа случайно встретились, случайно в одной компании оказались, случайно там, не знаю, он оказался в нужном месте в нужное время. Это будут первые попытки. Потом он будет кого-то просить, чтобы за него там словечко замолвили, чтобы вас там где-нибудь свели, чтобы с вами поговорили. Знаете, он такой, он может кого угодно попросить, даже кого-то из ваших родственников попросить, чтобы, ну, типа с вами там беседу провели, что так нельзя мужиками разбрасываться, что он хороший, да. Дай ему шанс, пусть вернется. И еще, если и второй вариант не поможет, третий, он уже придет сам. Придет, как побитая собачка. Будет очень мяться, он будет прям цедить из себя по букве вот это вот прости, да, прости, извини, давай еще раз начнем. Здесь в нем будет до конца бороться его упрямость, гордость и здравый смысл. Здесь такая борьба, здесь такой махач прямо на ваших глазах. Он будет весь красный, он будет в белое пятнышко, он будет в испарине, он будет то психовать, то успокаиваться. Ну, зрелище не для слабонервных, если честно. Что самое смешное в этой ситуации? В момент, когда он созреет, чтобы просить у вас прощения, чтобы вас возвращать уже, ну, лично, самолично, вы будете полностью себя отдавать вот этому своему начинанию, своему делу, своей карьере. И вам будет не до него. И здесь прям патовая ситуация для мужчинки вырисовывается. То, что он придет, и то, что будет возвращать для вас, это, конечно, приятный бонус. Да, приятный бонус, который позволит вам крылышки расправить, в себя поверить, знаете, как дополнительную энергию получить. Для него же этот момент, я уже сказала, да, катастрофы, борьбы, и плюс, когда он увидит, что вы не слишком сильно в нем заинтересованы, но это как удар по причинному месту. Это даже может его сломать, девчонки. Вот в прямом смысле слова сломать. А вообще, конечно, странная вы пара. Изначально вы были очень странной парой. У вас разные взгляды, разные вкусы, разные жизненные ориентиры, разные стремления. Абсолютно не похожие люди, не похожие. Плюс еще по внешности. Вот знаете, он мне не такой симпатичный, как вы, например. Вы прям вообще красавица в загляденье. А мужчинка прям такой среднячок, среднестатистический среднячок, вот так бы я даже сказала. Вот, как он такую красавицу уговорил, ну, как бы я не могу понять, в голове не укладывается. И, кстати, многие люди, кто вас окружал, тоже были в недоумении, потому что вы прям красавица, а он как, ну, такое, допустим, получудовище. Давайте так, чтобы сильно его не обижать. Вот. Странные, да, это все очень странно. Я не вижу здесь замысла судьбы, но он явно здесь присутствует. Потому что ваши линии жизни, линии судьбы, да, они как две прямые, но которые все равно пересекаются. У вас, кстати, 3 точки пересечения. Возможно, это критические моменты в ваших отношениях, когда вы там ссорились, расходились, потом сходились, опять будете ссориться, опять будете расходиться, потом опять будете сходиться. Ну вот 3 точки. 1 точку вы сейчас переживаете, и 2 точки впереди. То есть лиха беда начала. Вы в самом начале находитесь, в самом начале. Так, и девочки, упаси вас Господь, этого мужика на ревность провоцировать. Здесь даже больше как за него просят, потому что увидев вас с другим мужчиной, у него просто сорвет крышу, и он пойдет во все тяжкие. А там могут быть большие беды и неприятности для этого мужчины. А вы же потом будете чувствовать себя в этом виноватой. Поэтому лучше без этого. Лучше там лишние фотки не публикуйте с другими мужиками и там слишком, ну, грубо говоря, старайтесь не афишировать свои новые отношения. Хотя я не вижу у вас новых отношений. Я вижу, что вы вся в работу уйдете, в свой успех, в свое достижение, в свою карьеру. Это я вижу.
Ну вот не надо его на ревность провоцировать. У кого-то даже отыграется, что он может и накинуться на мужчину, который рядом с вами, например, будет. Да, и какая-то еще неприятная ситуация произойдет, а какое-то происшествие может произойти. Лучше не надо. Он сейчас не в том состоянии, чтобы еще и ревность испытывать. Нет, не потянет. Ну, пожалел ли он о том, что вы расстались? Да 100 раз уже пожалел. 100 раз. Даже не о том, что вы расстались, а о том, что вы не по сценарию сыграли. Да? Я уже сказала, он хотел, чтобы вы за ним бежали, чтобы вы его уговаривали, чтобы из-за этой ссоры произошел переломный момент, чтобы вы были послушная, такая вся доверчивая, чтобы вы у него, грубо говоря, из рук ели. Вот он этого хотел. А вы нет, вы так принципиально говорите, ну иди, ушел, иди. Тоже мне велика потеря. Это его, да, действительно подкосило. Сейчас ему очень вас не хватает. Вы ведь не только очень красивая, вы ведь не только очень нежная, вы еще и очень заботливый человек. Вы ему давали классные советы, вы его просвещали в тех вещах, которых он не ведает. Вы идеи классные ему в голову вкладывали. Вы верили в него, и это тоже давало ему силы. А теперь никого рядом нет. Теперь он остался один на один со своей глупостью, со своими проблемами. Будет ли он вас возвращать? Конечно, будет. Я уже сказала, да, у него там 3 этапа нарисовалось попыток вас возвратить. Так что, девчоночки, просто подождите, все еще впереди. Так, и вам еще такой совет идет. Но даже это не совет, это скорее как предсказание, что ты у своей цели. Здесь все дорожки выкладываются таким образом, чтобы ты без проблем достигла желаемого. Плюс еще и ангелы помогают, защищают. И свыше вам идет тоже очень мощная поддержка. Не сворачивайте с выбранного пути, вы должны дойти до цели. Ваша цель как никогда близка. Мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.